Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Вам срочное сообщение от любимого. Давайте же посмотрим, что же мужчина решил вам так срочно сказать и передать. Пожалуйста, если тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза. Позовите его несколько раз по имени. Вы должны почувствовать, что он рядом. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Что же так срочно ты хотел бы мне сказать и передать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какое срочное сообщение мужчина хотел бы вам передать. Что такого срочного? В чем такая у него необходимость быстро вам что-то сказать? Да? Так. Так, ну что, мои дорогие, что-то мне кажется, вот из гадания в гадание один и тот же мужчина к нам повадился ходить. Так, во-первых, у мужчины к вам 4 сообщения. Смотрите, 1, 2, 3, 4. 4 сообщения на 4 разных темы. Начну я с самой первой, да, вот по нижним чакрам. Она у нас внизу, и она по нижним чакрам. Мужчина кричит: «Я тебя хочу! Я безумно тебя хочу! Пожалуйста, услышь меня! Я горю к тебе! Ты зажгла во мне кровь, да, ты у меня в крови, да, в моих венах, я нуждаюсь в тебе, я просто вот не могу насытиться тобой, настолько сильно ты для меня желанна. Я мечтаю о тебя 24/7, я мечтаю видеть тебя голенькой, я мечтаю, что мы с тобой вдвоем, да, наслаждаемся близостью, и никто нам не мешает». Вот, очень сильно соскучился вот по интиму с вами. Если интима у вас не было, то он хотел бы передать, что очень сильно хочется. Так сильно тебя хочу, так сильно о тебе мечтаю. Очень ты мне нужна, очень-очень. Все отдам, все, что хочешь, делаю, лишь бы только ты была со мной. Что мужчина хочет еще вам сказать? Смотрите, здесь прекрасная картинка. Вот вы, вот малыш, у кого есть дети, и вот он. Да, то есть семья. Я хочу от тебя ребенка. Я хочу, чтобы у нас был ребенок. Если ребенок у вас уже есть, то куда-то хотел бы вас отвезти вместе с ребенком, да, вот, чтобы вы втроем, может быть, у вас больше детей, да, вот, ну просто это утрированно идет картинка, да, вот там папа, ребенок и мама, чтобы вы куда-нибудь вместе сходили, может быть, там цирк, кино, в парк, да, куда-то хотел бы там поехать, может быть, с вами. То есть он о чем-то думает сейчас, о чем-то мечтает, что-то придумать. Может быть, пересмотрел какой-то там тур, может быть, кто-то ему рассказал, что куда-то ходил с семьей, и он загорелся, решил вас порадовать, свою семью, куда-то вас вывести. Об этом он желает сказать. Есть еще один момент. Есть между вами, скорее всего, какая-то ревность. Ревность, смотрите, вы ревнуете, либо вы ревнуете к другой женщине, либо к бывшей, либо к маме. Вот с кем-то есть такой момент борьбы, конкурентной борьбы за мужчину. Знаете, вот он кричит, что нет, ты у меня единственная, мне никто не нужен. И никто не смеет и не может управлять моей жизнью, если я того не позволю. Я отдал ключи от своего сердца, от своей души только тебе. И никакая другая женщина вообще близко даже не подходит, да. Но что касается мамы, честно скажу, мама для него какой-то особенный человек, вот какая бы мама ни была, почему-то он считает себя очень сильно ей обязанным. Может быть, это и есть на самом деле. То есть здесь, конечно же, он хотел бы передать, что он, пожалуйста, не трогай мою маму, не трогай и никогда
не знаю, там, не упрекай, ничего не говори. Моя мама — это, ну, скажем так, персона неприкасаемая, и я не хочу с тобой ругаться на эту тему, пожалуйста, мою маму оставь в покое. То есть, девочки, ну что, ну, мужчина такой, да, не все мужчины. Хотя, с другой стороны, знаете, я сама мама мальчика, да, мне сложно судить, да, мне сложно вот выносить вердикт. Я вижу, что мама для него очень важна. Мама, вот, я не знаю, вот какой-то момент, что она там за ним ухаживала, что-то для него делала. Вот у него и любовь, и чувство благодарности, и все это скопилось. Может быть, мама не подарок, и он тоже об этом знает. Но, как говорится, родителей мы не выбираем. Когда вы ему указываете на недостатки, например, там, его мамы, либо там, ее какого-то поведения, он понимает, что вы правы, да, и очень сильно болезненно это все воспринимает. Потому что, ну, он получается в такой ситуации, когда ему нужно выбирать между вами и между своей мамой. Поэтому, мои дорогие девочки, чтобы не провоцировать неприятности, чтобы не провоцировать каких-то скандалов, постарайтесь поменьше, да, каких-то разговоров вести о его маме, да, о родителях. Не прикасайтесь этой темы. Она, вот представьте, что это какое-то вонючее болото, да, вот извините за слово, но так оно и есть. И если вы хотя бы, вот, знаете, вот просто пальчиком дотронетесь, вот невозможно будет отмыть этот запах, то есть будет вонять очень долго. Ну, я не хочу говорить другое слово, да, хотя, в принципе, слово-то литературное можно подобрать, но тем не менее, я надеюсь, вы меня поняли. Если хотите с мужчиной быть в хороших отношениях, если хотите сохранить мир в семье, в отношениях, не иметь ссор и разладов, не трогайте его семью, не трогайте. Да, может быть, придется потерпеть, да, скрепите зубы, понимаете, что, ну родители не выбирают, ну вот такая у него мама, да. Может быть бабушка, кстати, может быть тетя. То есть тут такой момент. Если бывшая какая-то, знаете, что она для него вообще ничто. Вообще. То есть она, может быть, имеет там какие-то рычаги влияния, управления, то есть она может там манипулировать, шантажировать там детьми, еще чем-то, но не более того. То есть там чувств, эмоций просто нет, это уже как выгоревшее поле. То есть такой момент происходит. Маму не трогайте. Вот он прям просит, пожалуйста, не трогай мою маму. Моя мама — это, ну, мое все, да, это совсем другая любовь, и я не могу вас сравнить, я не могу вас там из вас кого-то выбрать, пожалуйста, не трогай. Да, кстати, просят, чтобы вы были поумнее и понимали, что мама там, ну, не подарок, да, например, и он, ну, скажем так, он может поругаться с вами, но с мамой навряд ли он поругается, потому что там, я не знаю, какое-то может быть воспитание, либо его какие-то внутренние качества, что вот она для него как неприкосновенная, вот такой момент происходит. Хотя он может с ней ссориться, он может с ней ругаться, но так, чтобы там раз и навсегда, нет, этого не будет, мои дорогие. Так, что еще он хотел бы вам передать? Смотрите. Он видит вас прекрасной русалкой. Вот смотрите, вот какая красивая русалка, какой у нее прекрасный хвостик, да. И здесь вот рыбка рядом с ней плавает. Я не знаю, почему, мои девочки, но почему-то он вас считает русалкой. Может быть, что-то на него нахлынуло, там какие-то воспоминания детства. То есть он типа вот эта рыбка, да, русалка Ариэль, по-моему, была, да, и с ней рядом была рыбка. Рыбка синенькая, желтая, честно, не помню, как звали. Вот он, у него, не знаю, может фантазия какая-то эротическая есть по поводу русалки, вот этой рыбки. Так что, мои милые, вас вот считают русалкой, называют русалкой. Вы для него просто какая-то мифическая красота ваша необычная. Возможно, мечтает об интиме с вами, именно вот какие-то ролевые игры, может быть, в воде. А вы русалка, а он типа вот эта рыбка. Господи, тут прям аж я сама засмущалась. Так. Давайте дальше пойдем. Дальше, смотрите, у мужчины следующее сообщение для вас, которое звучит так, что говорит: любимая, дорогая, мы созданы друг для друга, мы две половинки. Но очень часто мне сложно говорить о любви, а ты бываешь ко мне холодна и слишком требовательна. Пожалуйста, давай это уберем. И если тебе сложно говорить, пиши мне. А я, в свою очередь, постараюсь быть более открытым и более романтичным. Я буду над собой работать. Вот она, моя чаша любви. Я наполню ее до краев и подарю тебе. То есть мужчина понимает свои огрехи. То, что он романтичный, да, но он косноязычный. Он не может об этом рассказывать. Ему сложно об этом говорить, ему сложно до вас это донести. А вы в свою очередь, вот, как эта русалка, да, можете ему хвостиком помахать, да, и скрыться в океане, да, любви, скажем, с кем-то другим. Он, кстати, вас очень сильно ревнует.
ревнует. Он считает, что вы слишком ярко краситесь, одеваетесь. И даже не так. Он считает, что вы вот, смотрите, если так посмотреть, это кошка, видите, вот она, кошечка, да, вот такая кошечка с таким хвостиком. Вы прекрасная кошечка, которая гуляет сама по себе, очень независимая, очень самостоятельная. И невозможно вас посадить там, не знаю, на привязь, закрыть дома. Вы все равно найдете свою лазеечку, свой путь и уйдете на свободу. Вот этого он, кстати, очень сильно боится. Он понимает, что он виноват, что он не может вам там по душевности, да даже какой душевности, по спичу, да, по разговорам, по выражению себя он не может вам давать, как-то не додает. И в то же время считают, что вы вот такой кошечкой можете там, не знаю, выпрыгнуть в форточку, да, в окошечко и пойти найти себе другого котика. Слушайте, ревность тут, конечно, такая, давит, потому что кошка даже в его сторону смотрит. Так что, мои милые, если у вас есть какие-то претензии, и вы не можете сказать, вы тогда ему пишите. По крайней мере, он об этом просит. Да? Говорит, вот я всегда готов к диалогу, если там боишься, что мы поругаемся, либо я чувствую, что не смогу сказать все в лицо, давай будем переписываться. Такой момент он вам тоже озвучивает. И самое главное, самое последнее, что он хотел бы вам сказать и вам передать. Он хотел бы вам сказать, что он мечтает. Мечтает о том дне, когда вы будете иметь дом своей мечты. Я уж не знаю, то ли вы вместе о чем-то мечтали, то ли разговор у вас какой-то был, то ли у него есть такая мечта, чтобы быть с вами вместе под единой крышей, единая крыша, да, и это дом мечты, именно дом мечты, где есть любовь, где есть счастье, где есть детишки, где есть много тепла, море какого-то позитива, об этом он мечтает. Понимаете, вот объединиться он мечтает, причем объединиться не только, не знаю, там законным браком, но и сердцами, но и душами, и жизнью просто сплести в единое целое, понимаете, посадить вот это вот родовое дерево и сидеть под его веточками и наслаждаться. Мужчина, конечно же, хотел бы формат таких отношений, когда вы хозяюшка, когда вы сердце и душа дома, а он защитник, хозяин, там, добытчик, и все такое, да, вот свою мужественность проявить. Он считает, что у него это получится, что ради вас он может практически все. Больше всего вот он вам говорит, я ненавижу одиночество, больше всего в жизни я боюсь одиночества. И я никогда, ни при каких обстоятельствах не хочу встретить одиночество вдвоем. Да, у вас почему-то, я вижу, какие-то могут быть такие моменты, паузы, когда вы от друг друга отстраняетесь. Он молчит, вы молчите, да, по разным углам разошлись, он там, я не знаю, в гаджет уткнулся, вы там пошли где-нибудь там всполкнули, нет диалога. То есть здесь мужчина говорит, давай лучше там взорвем этот мир, взорвем его в клочья, там друг другу, может быть, там набросаем кучу всего. По крайней мере, мы будем жить, мы будем делиться нашими эмоциями, но не закрываться. Самое страшное для него это закрываться. И он вас просто умоляет не закрываться. Он не желает чувствовать себя одиноким, будучи с вами вместе. Для него это просто, знаете, как безумная потеря крови, да? Как выжатый лимоном после таких отношений. Да и вы чувствуете себя очень плохо. И думаю, вы именно в этом пункте вместе с ним согласитесь на все 100, чтобы все ваши проблемочки, все ваши какие-то неурядицы обсуждать. Ни в коем случае не закрываться в себе, не расходиться по разным углам. Так, мужчинка, конечно, такой говорящий. Смотрите, сколько сообщений вам передал. Но и песочек такой, прям, знаете, очень энергетичный. Так, гадание мое, мои милые, на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.